Любой инцидент на кыргызско-узбекской границе выливается в выяснение межнациональных отношений в социальных сетях, на форумах, в парламенте. А власти стараются это дело замять во имя того же межнационального согласия. Но, как давно уже научено историей, замалчивание проблемы не решает ее, так же, как и искусственное муссирование. Поэтому на границе по-прежнему тучи ходят хмуро. И когда там в очередной раз стреляют человека на поражение, следствие не может даже установить, на чьей территории он был убит. Часть бывшего сада хозяин спилил на дрова. Мера вынужденная. Нужно очистить территорию. Недавно решили, что именно через огород Эркина пройдет государственная граница. Мне сказали, что выдадут в другом месте участок. Да это уже совсем не важно. Главное сейчас здесь укрепить границу. Потом разберемся. Ради границы он готов пожертвовать чем угодно, не говоря уж об огороде. Недавнее происшествие напугало приграничного жителя. Я слышал, что где-то на границе перестрелка была. Конфликты постоянные, машины разбивали. Но чтобы человека убили, да еще на нашей территории, такое впервые. Ведь это у него дома на его глазах узбекские солдаты расстреляли одноклассника Бакыта. Что стало причиной конфликта? Почему узбекские солдаты пересекли границу и решили добить еле живого мужчину, Эркин так и не понял. Он вот оттуда прибежал и упал здесь. Моему сыну и дочери прокричал: «Дети, отвезите меня в больницу». Дети видели все это. Потом появились солдаты. Вышел муж из дома. От страха загнал детей в дом. И дальше уже на его глазах все произошло. Кровь решили пока не смывать. Вдруг понадобится для следствия. Только аккуратно накрыли клеенкой. Власти Кыргызстана и Узбекистана сейчас решают, кто незаконно пересек границу – погибший или солдаты. 19 июня в 23:50 пограничным нарядом Узбекистана были замечены 3 автомашины, нарушившие государственную границу Узбекистана. Правонарушители продолжали движение и попытались скрыться от пограничного наряда. Пограничный наряд был вынужден осуществить выстрелы по машинам нарушителей. В это же время со стороны Кыргызстана появились около 30 неизвестных лиц, которые стали забрасывать узбекских пограничников камнями. Пользуясь ситуацией, водитель автомашины Volkswagen бросил автомашину, груженную стиральным порошком, мылом, шампунем, и скрылся на территории Кыргызстана. По имеющимся данным, нарушитель госграницы получил огнестрельное ранение и скончался на территории Кыргызстана. У семьи убитого совсем другая версия. Его специально вызвали на границу. Кому-то нужна была его кровь. Ладно, возле границы один раз выстрелили и все. Зачем же они побежали за ним прямо до дома Эркинбека? И там спокойно на глазах хозяина издевались, избивали и стреляли в нужные места, как будто на прочность его проверяли. Потом позаботились и о доказательствах. Увезли его машину на границу, заполнили стиральными порошками и теперь утверждают, что поймали контрабандиста. Специалисты по земле, топографы начертили схему и вынесли свой вердикт. Действие происходило на кыргызской территории. Стало быть, узбекские пограничники нарушили закон. Вы и сами можете посчитать. Все произошло в 162 метрах от условной границы. Выстрел был произведен там, на нашей территории. Даже животное так не убивает. Вот второй, третий раз здесь стреляли. Вот это место второго-третьего добивания. Если бы он умер на территории Узбекистана хотя бы в метре от границы, я бы поняла и признала его вину. Поверила бы, что он нарушил границу. Закон есть закон. Но это происходит на нашей земле, здесь, где мы себя должны чувствовать в безопасности. Ответственных за безопасность в день происшествия мать не нашла. Вышла на дорогу, смотрю, на краю стоят 4 солдата. Подошла к ним и стала бить их палкой. Спрашивала у них, за что они убили моего сына. Они говорят, что это не они были. Я разозлилась еще больше. Эти пограничники не доглядели, не защитили. Значит, для меня виновны именно они. А еще у меня спрашивают, где в него стреляли и сколько пуль он получил. Представляете мою злость тогда? На вопрос, куда смотрели пограничники и почему не остановили вторжение, представители ведомства отвечают привычными фразами. Чтобы поставить на каждый километр хотя бы по 2 солдата, тут нужно 180 человек, и чтобы они работали в 3 смены.
У нас нет столько людей. Людей не хватает, границы четко не отмечены. Как обеспечить неприкосновенность призрачной границы с призрачными силами, погранслужба не знает. Я все понимаю, знаю, как нелегко солдатам. Сам когда-то служил. Но прошу у властей раздать оружие приграничным жителям. Если простым людям не доверяют, у нас есть в селе и афганцы, и чернобыльцы. Пусть им доверят автоматы. Наши пограничники не могут нас защитить. Наша безопасность сейчас только наша головная боль. Между тем, после ЧП в селе накаляются отношения не только с пограничниками, но и с соседями. Сельчане выгоняют со своих полей узбекских граждан, приехавших на заработки. Когда-то добрососедские отношения становятся совсем недобрыми. Раньше, бывало, мы друг друга звали на то и свои. Они нас звали к себе, дружили. Они как-то договаривались со своими пограничниками и приходили к нам в гости. А теперь даже и не знаю, как дальше будет. Уже смотрим друг на друга с опаской. Наверное, так как раньше уже не будет. От совместного расследования узбекская сторона отказалась, а собственное установила. Мы встретились со специалистами по делимитации и демаркации, а также с сотрудниками госрегистра. Проверили карты, и выяснилось, что граница на данном участке была уточнена еще в 2008 году и даже закреплена протоколом под номером 53. Узбекские же пограничники утверждают обратное. Здесь я вижу грубое нарушение международных законов, законов Кыргызстана. Кыргызские власти вручили послу Узбекистана ноту протеста. За последние 2 года это уже 21-е. И все они связаны с инцидентами на границе. А когда граница у нас открыта полностью, да, тут приходят они на пастбище, происходят конфликты, воруют наших граждан, скот, убивают и так далее. Так и будет продолжаться. Политолог видит только один путь – укреплять границы в одностороннем порядке. Для этого перебросить все силы на юг страны и придерживаться более твердой позиции. 20 лет мы всего боимся, угодничаем, я считаю, да, идем на уступки и так далее. Уже потеряли очень много земель, территорий, я считаю. Само руководство такое. И, кстати, курс нашего президента, он тоже такой. Он хочет дружить с узбеками, но они не хотят дружить. Как этого нельзя понимать, да? Мы тоже должны копать рвы, я считаю, загораживать границу, технически укреплять. Как делает и Узбекистан, вот и все. Пока на месте происшествия начали копать ров глубиной в 3 метра. Говорить о колючей проволоке еще рано. Да пусть хоть из золота проложат забор на границе. Разве это вернет мне моего сына? 5 детей остались без отца. Что мы им скажем? Какая им польза теперь, после обеда? Односельчане Бакыта надеются, что хоть на этот раз вопрос с границей будет доведен до конца. Мы здесь все хотим закрыть. Все равно этот двор будет напоминать и нам, и детям ту ночь. Как будто снова и снова переживаем это. 5-летнему сыну Нурилы и Эркина, ставшему свидетелем трагедии, родители сказали, что взрослые дяди в ту ночь просто играли. Хотели бы они знать, когда эта игра наконец закончится.